Глобальная и самая важная цель Ассоциации инклюзивного туризма Абхазии – сделать так, чтобы человек, а в особенности ребенок с ограниченными возможностями здоровья, не чувствовал себя уязвимым. Участники встречи говорили о создании программы восстановления ветеранов и инвалидов Отечественной войны народов Абхазии и участников СВО на 2026 год, а также о развитии инклюзивного туризма в республике. То есть мы создаем пляжную территорию, мы подготавливаем проезжую часть. А что же делать маломобильному человеку с ограниченными возможностями, который не может зайти в ближайший магазин, который не может пойти и взять себе элементарное лекарство в ближайшей аптеке, потому что там нет доступной среды. Следовательно, это работа наполовину. Разумеется, нас, как сообщество, это стало не устраивать, и поэтому мы решили взять в рамках 3 районов, где мы уже проводим работу по созданию инклюзивных пляжей, вовлечь инфраструктуру ближайших в создание доступных. Надеюсь, что посыл будет услышан. Конечно, как вы сказали, это не разговор одного дня или одного круглого стола, но мне кажется, это будет хорошим началом, если каждый из нас на своем уровне, в своих ведомствах, в своих кругах, не знаю, с кем, где бы мы не общались, будем об этом говорить. Уверен, что наше общество умеет правильно принимать, скажем так, правильные вещи. Абхазия, как страна с невероятными климатическими и природными ресурсами, способна стать центром не только физического оздоровления, но и местом, где человек сможет морально и эмоционально восстанавливать свой дух. Так, на примере героев Отечественной войны народа Абхазии, ассоциация разрабатывает различные виды туротерапии и поднимает важные вопросы реабилитационных программ. Вы знаете, наверное, сегодняшний день, он не просто день, когда мы вспоминаем о заслугах защитников Отечества, но и говорим им и сегодня спасибо, потому что именно они дают возможность нам с вами сегодня собираться, обсуждать темы, как мы можем им помочь, как мы поможем помочь им в рамках реабилитации, как мы можем использовать потенциал Республики Абхазия в рамках именно такого, знаете, климатического центра восстановления не только здоровья, но и морального состояния. Алхаз Тхагушев, директор Ассоциации инвасодействия, подчеркнул неприспособленность нашей страны для комфортной жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Простая прогулка или посещение любого мероприятия таким людям дается с крайним трудом. Все должно гулять, идти от человека, к которому вы что-то делаете. Не от чиновника, который сидит в кабинете и думает, как бы мне облагодетельствовать, осчастливить, там, неважно, это ветеран какой-то из войн, или это просто человек с инвалидностью, или просто маломобильная, скажем, мама с коляской, это тоже маломобильный гражданин в стране, которых, как вы понимаете, немало, и у нас тоже любят много поболтать по поводу демографии и все такое прочее, а эта категория, это что, не живые люди, тоже живые. Хорошо, если мы не берем в расчет людей на колясках, коих не так много, то мамы с колясками, и там, где я не могу проехать, там и она не может проехать, понимаете? Я не говорю уже о том, что очень много у нас пожилых людей, которые стеснены в этих обстоятельствах. То есть эта тема, она же имеет глобальный характер. Не только Абхазия с этим сталкивается, что население стареет. При разработке первого инклюзивного маршрута Абхазии невозможно оставить в стороне Рицинский реликтовый национальный парк. Руководством парка 3-й год разрабатывается проект реконструкции главной смотровой площадки и набережной озера Рица, где предусмотрены все необходимые требования для комфортного посещения парка людьми с ОВЗ. Проектом, к сожалению, приступить к реализации этого проекта пока не удается, ввиду с определенными сложностями. Я думаю, что в скором времени вопрос все-таки будет снят с повестки дня, и этот проект начнет свою работу на территории национального парка. А на данном этапе что мы имеем? То есть, если брать ближайшее обозримое будущее, безусловно, руководство национального парка поднимало эту тематику, мы обсуждали эту тему, доступность объектов, ресторанов, баров, кафешек, которые находятся на территории Рицы и окрестности озера Рица, и, безусловно, санитарных зон. Круглые столы по данной теме будут продолжены. После обсуждения с экспертами будет принято решение по формированию первого инклюзивного маршрута Абхазии. Проект реализуется Ассоциацией инклюзивного туризма совместно с командой Абхазии при поддержке Фонда президентских грантов и Министерства туризма. Ирина Богателя, Даниил Ханагуа, Абхазское телевидение.